Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. Глава Чеченской Республики поздравил граждан страны с Днем России. Рамзан Кадыров подчеркнул значимость этого праздника как символа национального единства и суверенитета. Он отметил, что Чеченская Республика надежно стоит на защите интересов государства и вносит значимый вклад в его укрепление, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии и процветании страны под руководством президента Владимира Путина. В завершение глава региона пожелал всем россиянам мира, стабильности и уверенности в будущем. В центре столицы прошел пленэр молодых художников из колледжа управления дизайна, приуроченный ко Дню России. Мероприятие направлено на развитие патриотизма, а также укрепление любви к родному краю. Участники запечатлели архитектурные и природные достопримечательности региона, отразив в своих работах его уникальный облик. На месте работала наш корреспондент Медина Мударова. Бульвар Асамбаева сегодня стал центром проведения различных мероприятий, приуроченных ко Дню России. А вот здесь проводится пленэр молодых художников на тему «Городские контуры». Участие принимают студенты колледжа управления дизайном. Их задача – изобразить красоту Грозного, то, как они видят его своими глазами. Хадиж, расскажи, что ты решила изобразить? Мы пришли на проспект Асамбаева, чтобы запечатлеть красивое новое оформление, вдохновившись летними деньками. Каждый студент взял ракурс, который им больше нравится, как они хотят изобразить это Грозный, как они его видят. И мы решили взять вот этот ракурс и запечатлеть именно его. Так, расскажи, на каком этапе у тебя сейчас работа? Я сначала сделала подмалевок, потом залила основные цвета, и теперь буду детализировать картину. По итогу пройдет награждение участников благодарственными письмами и памятными подарками. Организатором является Министерство Чеченской Республики по делам молодежи. Очень креативное мероприятие проводится с целью, в первую очередь, отметить очень важную дату в нашем календаре. Это День России. Ну и, безусловно, одно из направлений молодежной политики – это выявление и поддержка талантливой молодежи. Сегодня здесь принимают участие студенты. Помимо выставки на бульваре также прошла ежегодная патриотическая акция «Российский триколор». В ней приняли участие военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Чеченской Республике. Цель укрепления чувства национального единства и патриотизма среди участников и жителей республики. Проведение мероприятий в этот день играет одну из ключевых ролей в патриотическом воспитании возрастающего поколения. Такие события объединяют людей, напоминая о достижениях России и ее героях. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Арбий Исадов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К двум знаковым событиям – Году Грозного и созданию нового района имени Владимира Путина в столице проходят масштабные субботники. Работы одновременно ведутся на десятках площадок, от центральных улиц до новых строящихся кварталов. Особое внимание уделяется приведению в порядок городской инфраструктуры. Магомед Азиев расскажет, как готовится город. В столице региона продолжаются масштабные субботники. К году, объявленного годом города Грозного и нового района имени Владимира Путина, руководство подошло серьезно. Город разделили на отдельные сектора, благоустройством которых занялись муниципалитеты районов субъекта и Министерство Чеченской Республики. В мае этого года 68-му сектору Ачхай-Мартановского района была выделена территория двора по проспекту Исаева Ахматовского района. В ближайшее время Ответственный за данный объект Муса Гилагаев. Он является прорабом и полностью следит за всем происходящим на стройке. Его можно назвать одним из лучших специалистов в этой сфере, ведь за его плечами стоят многолетний стаж и опыт работ на самых разных проектах. Про этот дом первый частично шпаклевка, штукатурка, шпаклевка, покраска, юцункечин, старые шха-йохша, трещин шейлерша, отслоительный шха-йохша, заново еще 3 пролета металлочерепицы, балкон закрываться диагдол еще, цокольный этаж тира металлочерепицы, яйцегел еще, и трубы, цоколь, все будем красить, другой цвет. Да, доктор. Ежедневно за работой заняты 12 человек. Используется 3 единицы техники, а также материалы самого высокого качества. На данном этапе у 2 из 3 жилых домов завершены облицовочные работы, а по окончании внешней отделки начнется реконструкция отдельных составляющих. Поменяют двери подъездов, каркасы балконов, обновятся фасады и трубы и многое другое. Точная дата сдачи объекта еще не установлена, однако усердный труд рабочих не заставит долго ждать результата. Эти работы способствуют улучшению внешнего облика города, а также повышению уровня жизни его жителей.
Изменения претерпят и прилегающие территории. Детская спортивная площадка будет реконструирована, освободят места от ненужных объектов и, в общем, благоустроят двор. Благодаря таким масштабным проектам Грозный становится все краше на радость жителей и гостей региона. Магомед Азиев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.